Добрый день, дорогие друзья, с вами снова я, Оля Бондарева, и мы сегодня разговариваем с Игейлом Львовичем Иегузи. Будем говорить по теме Всемирной организации здравоохранения и ее влияние на Министерство здравоохранения, на Национальное министерство здравоохранения, в том числе и Республики Беларусь. Приветствую всех. Я думаю, что сейчас, после 19 октября, когда президент лично, собственно, вмешался, чтобы восстановить базисные конституционные права людей на здоровье, на разум, на человеческое достоинство, необходимо поднять, наконец, вопрос, который как-то вот уходил у нас все время из внимания, опять-таки, ценностного патриотического гражданского общества под лозунгом «Дякуй, доктор» и, мол, это ж профессиональные вопросы. Значит, у нас существует очень интересная ситуация в республике. Все, что каким-то образом пахнет, связано со здравоохранением, направляется автоматически в Министерство здравоохранения. А Министерство здравоохранения по своему усмотрению на что-то отвечает, на что-то не отвечает, а на что-то говорит, это не в нашей компетенции. Например, коллективное обращение с требованием запретить деятельность Всемирной организации здравоохранения в Беларуси. Это было подписано многими гражданами, в том числе мной, моей женой. Было направлено в различные органы высшей власти республики, в том числе, конечно, на имя президента в первую очередь. Не было направлено в Министерство здравоохранения. Отовсюду было переправлено в Министерство здравоохранения, которое вполне разумно ответило, что не в нашей компетенции решать вопрос сотрудничества с международными организациями. Но только понятно, что Министерство здравоохранения, оно является главным бенефициаром этого сотрудничества. Более того, в Министерстве есть специальное подразделение по уживанию грантов от Всемирной организации здравоохранения. И, естественно, тоже на вопросы ни рядовых граждан, ни даже общественной организации, которая посылала запрос на эту тему, никакая информация о том, что за гранты, за что точно они даются и как, она не поступает. Очевидно, эти вопросы должны задавать какие-то другие структуры. Не рядовые граждане и даже не общественные организации, но рядовые граждане в соответствии с концепцией национальной безопасности, которая говорит о том, что угрозы национальной безопасности, они находятся на отслеживании всех, включая физических лиц. И они имеют право информировать Совет Безопасности Республики, государственного секретариат Совета Безопасности Республики об этих угрозах. И вот в том, что касается, очевидно, прослеживаемых угроз, в частности, традиционным ценностям, которые тоже прописаны в концепции национальной безопасности. А вопросы жизни и здоровья людей, уж они, конечно, являются вопросом национальной безопасности. Например, скажем, прозвучало в устах президента 19 октября, что есть мнение, что носить так называемые маски – это только хуже для здоровья. Есть мнение, что и вакцины имеют побочные эффекты, кстати, не немедленные, а отложенные и достаточно опасные. Скажем так, вакцины еще до конца даже не изучены. Экспериментальные. Но все эти вопросы, которые известны обществу, известны людям, имеющим медицинское образование и не получающим зарплату от Минздрава, надо иметь, наконец, какой-то адрес, куда можно будет эти все свои опасения, эти все свои наблюдения сообщать. Поэтому положение, которое создал указ 498, в котором Министерство здравоохранения является высшей властью по вопросам здравоохранения, и над ним нет никакого контроля. Вот буквально на прошлой неделе я был на встрече с заместителем министра здравоохранения Тарасенко,
Я ему подал вопросы, на которые, не сомневаюсь, не будет ответа, потому что вопросы эти уже задавались частью, и ответа на них не было. Например, вопросы, каков полевой реальный коэффициент временной, да, как часто меняют маски, если по единодушному мнению и Минздрава, и Всемирной организации здравоохранения после 2 часов непрерывного использования маска становится источником заражения. А реально, сколько времени люди носят? Есть исследования или нет? На эту тему, а если нет, будет ли проведено? А если нет, то почему? На эти и другие вопросы ответы не поступают. Как я отметил, эти вопросы должны задавать другие структуры. Но должен быть какой-то орган высшей власти, куда рядовые граждане и общественные организации, занимающиеся защитой жизни, семьи, традиционных ценностей, здоровья граждан, смогут направлять свои запросы и наблюдения. Значит, указ 498 не предусматривает никакого контроля над Минздравом. А как я недавно услышал от сотрудника отдела обращения граждан Совмина, в указе 498 Совмин не прописан. Поэтому все претензии, все вопросы, все недоумения относительно деятельности того или иного министерства, обращенные к какой-то высшей власти над министерской, они автоматически отсылаются в то самое министерство, что, конечно, является грубейшим нарушением буквы и духа закона об обращении граждан, где однозначно сказано, что нельзя направлять жалобы тем, на кого обращены эти жалобы. Правда, там есть оговорка, кроме вопросов исключительной компетенции. Но, собственно говоря, то, что является оговоркой, оно стало общей практикой. Таким образом, все жалобы на Министерство информации, которые поступали в Совмин в ходе позорного процесса против Вечернего Могилева, который действительно завершился позором инициаторов этого процесса, переправлялись, тем не менее, в Министерство информации. Все жалобы, недоумения, вопросы, которые не получили ответа от Минздрава, которые направляются, например, в Совмин или на имя президента, они возвращаются в Министерство здравоохранения. Сигел Львович, одну секундочку, я для зрителей поясню немного по Вечернему Могилеву, потому что не все в курсе, скорее всего, многие не в курсе о том, что там за инцидент произошел. Я могу рассказать вкратце. Да, можете рассказать. Вкратце, по Вечернему Могилеву, значит, подрывная организация «Весна» инициировала в соответствии с подробным докладом, что, в общем-то, в Беларуси нет законов, которые запрещают гомопропаганду, но, с другой стороны, гомосексуалисты не декларированы отдельной социальной группой, и нет законов, по которым можно привлекать за дискриминацию тех, кто выступает с осуждением гомосексуальной зависимости. Необходимо пробить, и указывались лазейки в законах, пробить признание гомосексуалистов социальной группой, нуждающейся в защите. В соответствии с этими директивами организация «Весна» подняла публикации Вечернего Могилева за несколько лет, и активист этой организации, по его собственному описанию, которое было на антибелорусских ресурсах опубликован, направился непосредственно в Совмин. И те публикации, которые до этого прокуратура, органы внутренних дел признавали абсолютно законными, не содержащими никаких предосудительных контентов, как было в этой публикации, значит, торжествующе написано тогда, 2,5 года назад, сразу после того, как он был принят в Совмине, интересно кем, вдруг оказалось, что Совмин – это, да, орган, который есть, и кого-то там принимают, тех, кто идет от организации «Весна», оказывается, там принимали, и сразу были найдены, переправлены от имени Совмина были в комиссию по экстремизму, и сразу были найдены экстремистские проявления в публикациях в газете «Вечерний Могилев». А что там по всему за случаю там осуждались проявления разнузданного секс-просвета, в частности в детской поликлинике, так, там осуждалось совращение несовершеннолетних в гомосексуальные отношения и тому подобные вещи. Там были призывы какие-то? Там не было, конечно, никаких призывов к никаким противоправным действиям, естественно. Но, тем не менее, значит, сама вот это в заключении
двух горе-экспертов вот этой самой комиссии, значит, они, собственно, себя поставили вопреки Конституции в качестве цензуры, и они там говорят, что должно быть в республике запрещено. У нас есть законы, которые запрещают что-то, все остальное, оно, очевидно, разрешено. Людям разрешается высказывать свои мнения, свои взгляды на те или иные явления общественной жизни. Да? Например, если где-то написано «пьянство, бой», это не призывы к насилию, это осуждение алкоголической зависимости, например, да, и тому подобные вещи. Ну, естественно, публикация в газете «Вечерний Могилев» по вопросам половых извращений не было, конечно, никаких призывов, которые бы даже, так сказать, отдаленно напоминали, например, призыв к пьянству в бой, да. Но, тем не менее, значит, было развязано судебное преследование, было подано значит, иск в суд района Могилева. Вот, причем иск был совершенно абсурдный, поскольку в законе об экстремизме ничего не говорится о половых извращениях, о зависимостях людей. Там говорится конкретно о призывах по принципу расы, национальности и т.д. Поэтому, значит, в иске говорилось, что за призывы, значит, экстремистские в плане расы и национальности привлечь газету «Вечерний Могилев». А в качестве документального обоснования иска было приложено вот это заключение, значит, комиссии по экстремизму. А с каких пор вот. Ну, собственно говоря, как бы логика сразу подсказывает, что такой иск должен был быть сразу судом выброшен со стола, так как он не соответствует, он противоречив, да? Однако заняло более полугода, пока это произошло. То есть из чего можно сделать однозначный вывод по простой логике, что все это время оказывалось непрерывное давление на суд, да, которое не давало судье принять, наконец, значит, логичное, простейшее решение, которое, собственно, принял бы и студент первого курса юрфака. Если подается иск и прикладывается его какие-то документальные, значит, фактологические подтверждения, в которых говорится что-то совершенно иное, не вдаваясь, насколько обоснованно, так сказать, там само это заключение было противоправным, потому что там конкретно содержатся призывы, что, по мнению этих авторов заключения, должно быть по ценностным соображениям в республике запрещено, хотя, как бы, ну, это законодатели решают, что мы разрешаем, очень хорошая формулировка, что мы запрещаем, да, то есть сам контент этого заключения комиссии был противоправным, но в любом случае никак не стыковался с тем, что сказано в иске. Однако более полугода заняло у суда действительно кинуть этот иск со стола. Вот что было в истории с газетой «Вечерний Могилев». Кстати, вот там, оказывается, и Совмин выступил как орган, который направил по инициативе активиста организации «Весна» и, собственно, организация «Весна», ее сайты, они, значит, непрерывно освещали этот процесс, они уже предвкушали, значит, как газета «Вечерний Могилев» понесет, значит, наказание за свои публикации, в которых высказывалось негативное отношение к половым извращениям, к насаждению этого и к разнузданному секс-просвету, тому подобным вопросам, которые у нас в республике можно обсуждать и можно высказывать свои отношения. Теперь я хочу снова вернуться к коллективному обращению за запрет деятельности Всемирной организации здравоохранения у нас в стране. Не секрет, что он был составлен по образцу аналогичного обращения граждан Российской Федерации к своему правительству, но он относился к белорусским реалиям. В частности, одно приложение к нему было очень пространная, это полная программа секс-просвета, которую Европейское бюро ВОЗ, оно у многих на слуху, не так ли последний месяц, Европейское бюро ВОЗ, и там, значит, поминалось, значит, вот как Европейское бюро ВОЗ, как мы с ним сотрудничаем. Так вот, они занимаются не только вопросами борьбы ковида с гриппом, да, и победоносное шествие ковида против гриппа, да, когда в Соединенных Штатах что год болеют десятки миллионов людей гриппом, и вот болеет только 1500 человек за последних 1,5 года, да, вот. А они еще занимаются вопросами секс-просвета, и они выпустили циркуляр переведен на русский язык, имеется во всех источниках, по имеющимся у нас предположениям обоснованным, директора школ в Беларуси получили этот документ тоже. Но, как верно было написано в полученных нами отписках,
образования в белорусских школах, оно не строится на этом документе. Совершенно верно. Но мы подавали документ, который вообще не имел отношения к образованию в белорусских школах по тем или иным вопросам. В данный момент это предмет отдельного пристального изучения, а он просто иллюстрировал ценности или антиценности, с нашей точки зрения, которые несет этот глобальный фонд, за правилами которого являются Билл Гейтс и Рокфеллер, так, а идеологом которого является Сорос, что они несут во всех смыслах. И там подробно описано в этой программе, как от 1 до 11 класса надо подготавливать детей к тому, что, собственно говоря, деторождение, оно довольно проблематично и предосудительно, а вот гомосексуальные отношения – это как бы обычный выбор, и, собственно говоря, свобода. Эти все горизонты должны быть поставлены перед детьми путем последовательного продвижения, как вот программа, скажем, от арифметики до там знакомства с понятиями высшей математики в 11 классе, этап за этапом. Это первое большое приложение, мы не поленились к этому обращению приложить. И второе, очень коротенькое, это выдержка даже, а не все пространное письмо, аж но на 5 страницах, которое получила одна из гражданских активисток по защите жизни и семьи в нашей стране, которая со своим, как бы, со всеми своими данными, она, значит, вынесла общественности вот это, полученный ею ответ из Минздрава, где, собственно, говорилось, значит, что да, смена пола – это нормально, понятия гражданского и психического пола не совпадают. Первый биполярен и альтернативен, то есть может быть мужским или женским, ну, потому что таковы как бы реальности законодательные в нашей стране, в отличие от других государств, которые в терминологии, опять-таки, получаемых нами от Минздрава ответов или отписок, являются цивилизованными странами. Вот, кстати, недавно, между прочим, в гражданском патриотическом обществе тоже была такая тема. Надо, наконец, получить нам ответ от кого-то, от Совмина, от администрации президента, может быть, от Верховного суда. Кто такое международное сообщество? Что это за сообщество? Когда оно создано? Каковы его уставные документы? Каковы его нормативные акты? Как может быть, что в ответах на наши запросы, на наши недоумения, на наше выражение тревоги по тем или иным вопросам мы получаем ответы, что в международном сообществе так и так. А вот, ну, какие-то документы про это сообщество. А тем цивилизованные страны. Какие страны являются цивилизованными? Где ГОСТы? Где юридические определения? Да? Так вот, у нас только 2 пола. Значит, гражданский биполярен и альтернативен, может быть или мужским, или женским. Второй может определяться как континуум состояний с разным удельным весом маскулинной и феминной составляющих, отвечает нам Минздрав. Вот. Более того, следует отметить, что в мае 2019 года на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения представлена новая версия международной классификации болезней, пресловутая МКБ-11. Для принятия государства в МКБ-11 транссексуализм, в кавычках, и другие расстройства половой идентичности не относятся к психическим... Другие, простите, пожалуйста, другие это и другие, в кавычках, расстройства половой идентичности. Ну, так это я их перечислю. Это гомосексуализм, это педофилия, это которая, собственно, как правило, педофилия, мы понимаем, педерастия, да? Собственно, что мы называем педофилией? Например, родители моей бабки поженились, когда им было 13 лет. Ему, моему деду, прадеду, который в дальнейшем был раввином и резником, а его невесте, дочке главы Раввинского суда садигурских хасидов местечка Черневцы на Подоле в Украине было 12 лет. Но они не были педофилами, они были муж и жена. Да? Когда мы говорим педофилия, мы имеем в виду педерастию. Так? Вот. Значит, расстройства половой идентичности не относятся к психическим и поведенческим расстройствам, а находятся в новом разделе о сексуальном здоровье. Я подчеркиваю, это не публикация патриотических блогеров, официальный ответ Министерства здравоохранения подписан в своей должности тогда первый заместитель министра Пиневич.
Дмитрий Леонидович. И это второе приложение, которое мы приложили к нашему требованию запрета деятельности Всемирной организации здравоохранения Беларуси. Почему-то это второе приложение всеми, кто посылали нам радужные отписки, в частности, Министерство иностранных дел, было проигнорировано. Только все говорили, что вот эти указивки Европейского бюро ВОЗ по секс-просвету от 1 до 11 класса, на них не строится образование в республике. А вот второе приложение вообще игнорировалось. Между тем, 11 МКБ в январе должно быть утверждено у нас в стране, поэтому я снова возвращаюсь. Мы видим, как бы это как какой-то страшный замкнутый круг, да, который невозможно пробить. Надо срочно поднять вопрос. В январе 22 или 23 года. До 23 значит, года. ну вот у нас, значит, есть года-то остановить. Да. То, что касается коронаистерии, у нас вот буквально сейчас этими днями надо решать. Страшное пандемическое соглашение навязывается Всемирной организацией здравоохранения, да. заставить все страны мира попирать права граждан, самые базисные, на свободу занятий, свободу передвижения, на равноправие, на право на свое здоровье, так как они сейчас попираются в Западной Европе. Да? И вот мы надеемся, что 19 октября, собственно говоря, это провозвестник того, что Беларусь, наконец, скажет ясное «нет». Но мы не знаем, какие-то представители республики находятся на этой сессии Всемирной организации здравоохранения, каковы их полномочия, будут ли они подписывать какие-то соглашения, не согласовав это с президентом, какую информацию получает президент, а то, что там происходит, снова говорю, нету какого-то органа, через который гражданское патриотическое ценное общество может свои недоумения, свои замечания, свои наблюдения, свои аналитические раскладки доводить до высшей власти в обход Министерства здравоохранения, против которого, собственно, наши претензии. Игорь Львович, одну минуточку. А комитет госконтроля? Я думаю, что совсем другой государственный комитет должен заниматься вопросами, которые касаются жизни и здоровья, собственно говоря, всех жителей республики. Например, я задал вопрос на письме заместителю министра здравоохранения Тарасенко. И понятно, что на этот вопрос не мне должен быть дан ответ, но он задан структурами, которым дадут ответ. Было ли решение прекратить, приостановить плановые медицинские услуги, включая стоматологию? Неужели дантисты, задействованные на борьбе с ковидом, скоординировано с кем-либо из администрации президента, из Совмина, с парламентом? Если да, с кем именно? Я думаю, что это не комитет государственного контроля даже должен получать ответы на эти вопросы. Понятно, что их не дадут нам, но мы их при намще ставим, и должен быть прописан в указе 498 адрес, куда может ценностное гражданское патриотическое общество с этими вопросами обращаться. Так вот, возвращаясь к МКБ, значит, международная классификация болезней, она сейчас откровенно хочет навязать человечеству понятие того, что, собственно, половых извращений не бывает вообще. То есть не существует нормальной, то, что мы понимаем, нормальных интимных отношений, так как их понимают авраамические религии, но надлежит всему человечеству вернуться в мир античного идолопоклонства, которым славна была дохристианская Европа, когда, собственно говоря, мужчина, имеющий деньги и силу, удовлетворяется всеми возможными путями, а остальные, так сказать, вписываются в это по мере возможности. Вот. Ну, были нюансы между Римом и Грецией. В Риме уважаемым и почетным считалось активное мужеложество по парадигме зоны. Вот. А в Греции вообще, значит, женщина рассматривалась как существо совершенно, ну, второго сорта даже не подходит, как бы не совсем человек, а вот, значит, и, собственно, к этим понятиям возвращается постхристианская Европа. МКБ навязывает эти вещи, но надо сказать, что в плане чисто медицинском вообще классификация, международная классификация болезней является собой, собственно говоря, антинаучный, антимедицинский документ, навязанный государством с целью разложения систем здравоохранения. Например, во вступлении к протоколам по родовспоможению Минздрава нашей республики говорится,
что подход МКБ, что лечат болезнь, а не больного, он находится в противоречии с традиционным этиологическим подходом. Ну, то есть, как, собственно, я, будучи студентом Минского мединститута, хорошо помню, и всякий, кто получил медицинское образование, помнит, самая первая деятельность, самое первое задание студентам – собирать анамнез, идут в больницы, собирают анамнез, когда у человека спрашивают, значит, кто ты. Кстати, это тоже там было откровение для тех, кто был не в теме, значит, собственно, какое колоссальное количество абортов делала когда женщина, об этом не говорилось. Значит, но как бы вот вдруг выяснялось, что вот у женщины 2 детей и 10 абортов, 1 ребенок и 6 абортов за жизнь, тому подобные вещи. Вот, значит, анамнез, лечат, в общем-то, как бы больного, а у него могут быть те или иные нарушения, а МКБ лечит болезни. И вот говорится в предисловии Минздрава к протоколам по родовспоможению, что этот подход противоречит подходу традиционной медицины. Ну, вообще, традиционное, оно же плохое. Мы же не традиционные должны быть. Отношения нетрадиционные. Вообще все должно быть нетрадиционное. Вот. Традиционный выбор – это плохо, когда от 3/4 до 4/5 людей голосуют за лидера нации, признанного и очевидно человека, значит, который выдающийся, а вот мы будем нетрадиционно делать выборы. Кто больше булыжников выкорчевает с мостовой, кто больше выведет отморозков на улице, кто больше будет махать арматурой или кулаками, или микрофонами. Вот, мы с традиционным порываем, мы идем на нетрадиционное. Но, пишет Минздрав в предисловии к своим протоколом по родовспоможению, говорит, мы основываемся на МКБ, хотя он противоречит традиционному подходу этиологическому, но он очень удобен. Он очень удобен для классификации, вот международно, он удобен для классификации. Так вот сейчас классификация предлагает нам изъять понятие нормальных интимных отношений и отклонения от них, и сказать, что все отлично, включая педофилию, которая, собственно говоря, является педерастией. А это звучало даже в очень-очень много фильтров, проходящих в сообщениях МВД в последние годы, и в сообщениях тех ученых, которые заняты исследованиями соответствующими, на полных пресс-конференциях, которые МВД собирала, что значительное большинство детей, являющихся жертвами сексуального насилия в республике, являются в последние годы мальчики. То есть я призываю наше гражданское патриотическое общество точно так же, как мы летом и осенью 2020 года поднялись, чтобы подать голос здравомыслящего подавляющего большинства против путча, против попыток антиконституционной смены власти, против террора, который был направлен в отношении законопослушных граждан, патриотов страны, и тех, кто был не согласен, чтобы их голоса, составившие подавляющее большинство голосовавших за президента, были украдены теми, кто сумел вывести несколько десятков тысяч человек на улицы Минска и представить их как якобы белорусский народ. Точно так же мы должны встать на защиту здоровья и жизни граждан от попыток глобальных фондов распоряжаться этим здоровьем и, соответственно, жизнью. Должны сформулировать четкое требование, что над Минздравом должен быть ясный надведомственный контроль высшей власти и должен быть адрес для обращения туда здравомыслящих граждан, гражданского патриотического общества и физических лиц, подчеркиваю, и общественных организаций. Теперь важно нам понимать, что это требование, оно не является требованием, направленным против одного из белорусских министерств. Просто оно должно прекратить ситуацию, в которой это министерство является как бы государством в государстве. Есть ли у нас еще министерство, которое занимается обтичиванием и уживанием иностранных грантов, имеет специальное подразделение – и физическим лицам и организациям никакая информация об этом не сообщается вообще. Очевидно, это невозможная ситуация. Далее того, это министерство, которое совершенно исключительно готовит такой закон, основополагающий, как закон о здравоохранении.
который все снова и снова редактируется, не в сторону, упаси Бог, большей защиты внутриутробной жизни, а в сторону конкретно того, чтобы отвечать интересам медицинского сообщества, корпоративным интересам. Так. Хотя в законе здравоохранения никто ее не убирал. Есть 8 статья, в которой точно сказано, что политику здравоохранения определяет президент, разрабатывает Совмин и осуществляет Министерство здравоохранения. Вот надо в эту 8 статью вдохнуть реальный смысл. Но, например, в последней редакции закона о здравоохранении приняты такие моменты, которые полностью нейтрализуют 162 статью УК. Она говорит об ответственности врача за здоровье и жизнь пациента. Ответственность врача. Так, что значит ответственность? Это значит, что если человек умер в результате каких-то медицинских манипуляций, действий или бездействий, это должно расследоваться. На то у нас и существуют следственные органы, на то у нас и существует суд. Так вполне возможно, что врач прав как стеклышко. Что ж, суд так и определит. Ну, краткое резюме. Деятельность Всемирной организации здравоохранения должна стать предметом серьезнейшей, плотнейшей аналитики, в том числе политологической. Те документы, которые находятся в открытом доступе, где говорится о планах глобальных фондов и фонда Рокфеллера на продолжение существующей пандемии, фактически психодемии, значит, коронаистерии, так, должны стать предметом изучения как медиков независимых, так и политологов Беларуси. Министерство здравоохранения должно быть поставлено под четкий и прописанный в законах или указах президента надведомственный контроль. Есть предложение, кто должен контролировать это Я считаю, что в данный момент, ввиду того, что время действительно не ждет, сейчас будут приняты совершенно страшные решения в отношении попрания суверенитета стран и прав граждан в них в рамках коронаистерии. Так, нас ждет МКБ-11. Я считаю, что Минздрав должен быть однозначно и прописано подпорядкован Совбезу Республики. Большое вам спасибо, Игорь Львович. Наверное, до новых встреч. С вами, как всегда, очень интересно беседовать.